Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я представляю опыт работы по теме «Робототехника как средство развития инженерного мышления учащихся на занятиях по дополнительному образованию». А также расскажу о том, как я использую образовательную платформу LEGO Vedu 2.0 во внеурочное время. Третий год я работаю с образовательной платформой LEGO Vedu 2.0. Проекты Vedu 2.0 развивают 8 типов научных и инженерных навыков. Постановка вопросов и формулировка задач, использование моделей, создание прототипов, исследование, анализ и интерпретация данных, использование компьютерного мышления, участие в споре, основанном на объективных данных, получение, оценка и передача информации. На занятиях кружка робототехника учащиеся создают движущиеся модели. Выполнение проектов разбито на 3 этапа: исследование, создание, обмен результатами. На основе робототехнической платформы Vedu 2.0 мною составлена дополнительно общеобразовательно-общеразвивающая программа «Робототехника». Программа разноуровневая, рассчитана на 3 года обучения. На первом году обучения идет работа над формированием первичных представлений о принципах механики и первичных навыков программирования моделей. Ребята собирают простейшие движущиеся модели. На втором году обучения учащиеся создают проекты с пошаговыми инструкциями, программируют движущиеся модели. На третьем году обучения создаются проекты с открытым решением. Дана базовая модель, учащиеся ее достраивают. Все эти модели предусмотрены разработчиками платформы. Ребята на занятиях старательно создают модели, предлагаемые мною, но самый большой восторг вызывает у ребят творческая, самостоятельная работа. Поэтому и звучит в конце каждого занятия: «А можно я построю своего робота?» Я всегда поддерживаю идеи детей, тем более таким образом идет подготовка к защите проекта. В конце учебного года учащиеся защищают свои проекты. Опираясь на примеры базовых моделей, они разрабатывают, создают собственные модели роботов. После окончания работы демонстрируют свои достижения. Таким образом, ребята учатся презентовать свои проекты, что очень важно в современном мире. Развитие обучающихся навыков практического решения актуальных инженерно-творческих задач происходит во время участия в конкурсах. Также это возможность показать себя на фестивалях, олимпиадах различного уровня. Впервые участвовали в конкурсе в 2021 году. Ребята занимались первый год в кружке робототехника. Построили детские площадки из кубиков Лего. Меня зовут Терентьев Михаил. Я ученик 2 класса школы села Мутный Материк. Я хочу вам представить модель детской площадки. У меня тут есть горка, качели, растения, скамейка, песочница, карусель и фонари. Я сделал эту площадку, потому что я, как и все дети, люблю бегать на площадке. Я хожу в кружок робототехники и умею делать всякие модели. Вот почему я сделал эту площадку. Мне очень понравилось ее делать, потому что там есть все, что захочешь. Можно
какие-то прибавить детали классные. Вот так смотришь и гордо себя чувство у тебя гордое, что ты это все сделал. Я люблю строить всякие модели. Это моя жизнь. Второй год подряд принимаем участие в муниципальном открытом фестивале по робототехнике и конструированию «Усинский Робофест». В 2022 году фестиваль был посвящен столетию Всесоюзной пионерской организации. В этом году ребята создавали девайсы для учебы. Фестиваль посвящен Году педагога и наставника. Также приняли активное участие в открытой муниципальной неделе науки и техники. С учащимися 4 класса создали машину Голдберга. С ребятами из кружка робототехника проводим большую целенаправленную работу с учащимися начальных классов воспитанниками детского сада. Например, в рамках предметной недели окружающего мира для учащихся 1 класса провели внеклассное мероприятие «Лягушки. Необыкновенные существа». С помощью конструктора познакомили учащихся с жизненным циклом лягушки от рождения до взрослой особи. Для воспитанников детского сада в рамках Дня открытых дверей провели мероприятие «Колесо обозрения». Робототехника – это интересно, увлекательно, познавательно. Для учащихся 1-3 классов провели познавательное мероприятие «Наука вокруг нас». Также продемонстрировали модели, созданные на кружке. В рамках предметной недели «Технология» собрали модели тираннозавров. Создали видеофильм. С проектом участвовали во всероссийском конкурсе. Образовательная платформа Lego Vedu 2.0 способствует повышению качества обучения, содействует творческому развитию учащихся, способствует развитию интереса к науке и технике, развитию изобретательности, формированию навыка проектной деятельности, развивает мелкую моторику, коммуникативные навыки, воспитывает трудолюбие и волевые качества, такие как терпение, ответственность и усидчивость, а также лично мне помогает, как классному руководителю, разговаривать с детьми на одном языке и быть с ними на одной волне. Уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Желаю всем творческих успехов!